Новый год в своей квартире. Солнечный город. Казань. 222 55 00. Акси-Вакси гордился мельхиоровым замочком с изображением костра. Замочек был найден в ящике комода. Если нажать на заднюю лопаточку замка, прибор упруго закрывался и подтягивал галстук. Несмотря на то, что Василий Аксенов большую часть своей жизни провел в разъездах, жил за границей, в Москве с Казанью у него была особая связь. Это и года, проведенные в этом доме, и, конечно же, детские воспоминания. Именно их он написал в своем романе «Ленд-Лизовские», который, к сожалению, многих ценителей его творчества остался незавершенным. Несмотря на это, книга издана, и у многих почитателей последний роман писателя оказался одним из самых любимых. На вопрос, что Аксенов значит для вас, поэт Светлана Васильева отвечает без раздумий. Для меня Аксенов значит абсолютно все. Аксенова, как писателя, как личности, фатально не хватает в наши времена. Я пытаюсь это восполнить вот тем, что, так сказать, разбираюсь в его творчестве. Разобраться в творчестве и стиле писателя пришли и другие. Огромное внимание, говорят, Аксенов уделял внешнему виду. Был большим модником. Возможно, оттого в его произведениях много деталей одежды героев. Это не местные люди. Слишком мастерский у них вид. Узкие брюки, кепки с длинными козырьками, канатки. Буквально одно предложение, да, но очень точная характеристика, которая характеризует героев внешне, по крайней мере, очень метко. Для кого-то Василий Аксенов – это голос времени. Альбина Максимова была еще студентом, когда по его произведениям ставили спектакли. Когда «Бочка Тара» появилась, тогда, когда, значит, были его еще «Апельсины из Марокко» и так далее. То есть ранние произведения его мне были знакомы. И кроме того, как он описывает здесь все это дело. Не только литература, но и кино, театр, мода, живопись и музыка. 13-й Аксенов фест затронет все грани искусства. Самый талантливый получит звездный билет. Это ежегодная премия в рамках фестиваля. Апофеоз фестиваля – это вручение билета молодому автору, сверхталантливому, и плюс премьера «Леди и джентльмен» по композиции Андрея Макаревича и так далее. В общем, много всего рассказывать не будем. Одна из обладателей звездного билета – писатель Гузель Яхина. Завтра она расскажет об экранизации своего романа «Зулейха открывает глаза» и презентует ее зрителю. Зарина Ахметова, Данил Филатов, ТНВ, Казань.